Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы решили посетить Ленинградский зоопарк. Я в нем уже был раза 2-3, но сегодня решил прийти, посмотреть, что, может быть, здесь изменилось за 2-3 года. Скорее всего, ничего не изменилось. Но была волчица здесь одна. У нас такая есть история интересная. Ну, кстати, ходили здесь недавно и подписчики, друзья, мне говорили, что ее уже нет. История такая интересная была. Я должен был 3 года назад переезжать в Санкт-Петербург. И я связывался с Ленинградским зоопарком, с директрисой здесь, кто был у власти. Я сейчас не знаю, кто здесь у власти, но на тот момент была директриса, не знаю, как ее зовут. И, в общем, я связывался, просил, чтобы мне помогли в этом, чтобы пристроили Акелу, но на моем попечении. Полностью была бы стройка, была бы за мой счет содержание, уборка, все это было бы за мой счет. А сейчас мы пройдем, да посмотрим на всех зверюшек, как здесь вообще содержатся, как здесь эти звери обитают, что здесь вообще интересного, что здесь нового. У нас просто сейчас работники так косятся все, думают, что мы какие-то тут проверочные. Хулиганы. Вот самый главный зверь. Дорогие друзья, нашли мы этот вольер, позади меня он находится сейчас. Как видите, там никого нет. Волчица, скорее всего, умерла, потому что она уже была старенькая. Я, кстати, не помню тоже, как ее зовут, волчица, но такая была достаточно крупная волчица для самки. И вот в этот вольер я хотел, чтобы приехала Акела. Я вообще хотел вот типа наподобие такого вольера строить для него. Достаточно большой вольер для волков. И вот она жила одна 12 лет, 12 или 13 лет. Поэтому, конечно, хотелось бы на тот момент, 2 года назад, 2-3 года назад, чтобы люди немножко это отвлекают непривычно так. 2-3 года назад хотелось бы, чтобы Акела был тоже в таких условиях. Ну, сейчас, естественно, у него условия в сотни раз превосходят на самом деле. И вот эта история, сейчас я почему я изначально говорю про это все, эта история связана с тем, что вообще могли бы подружиться Акела и эта волчица старенькая. Она могла бы принять спокойно, потому что Акела был на тот момент, ему было 3 года. Это достаточно молодой волк еще, он бы как бы не было никаких инцидентов. Я общался с руководством, разговаривал, говорил, что ладно, если не здесь, то рядом где-то свободное место, я все на себя возьму. Постройка, даже аренду я предлагал, аренду, чтобы вместе сплатить за это, ну, чтобы лишь бы ходили люди. И мне за это ничего не нужно было, понимаете, если я что-то хотел, какой-то процент с этого, если бы ходили люди, бы смотрели. А здесь я ничего не хотел, я просто сказал, предоставьте мне землю, я буду аренду платить, буду содержать полностью этого животного, уборкой заниматься, все буду делать я. Ответа никакого мне не пришло положительного. Сказали, спасибо вам за вопросы. Я надеюсь, вы найдете, куда пристроить свое животное. Как-то не сошлись, у меня переписка есть, я вам покажу с этой женщиной, с директрисой. Я потом 2-й раз приехал сюда лично, хотел к ней на прием прийти, поговорить, пообщаться, потому что стучите, да, откроется, но, в общем... Ну, может быть и к лучшему, вот видите, зато сейчас как получается, какое место у нас выбрано, и я ни о чем, в принципе, не жалею. Но вот такая история была о том, что я общался в 2019 году с директрисой Ленинградского зоопарка, чтобы пристроить Акелу за мой счет, на мое попечительство, все расходы, все это было бы на мне. Вот, но пришел отказ, кстати, 2-ды отказ, 3-ды. 3-й отказ был, когда я лично пришел на прием. Поэтому, лично я пришел на прием, а директрисы не было, она где-то была за границей. Вот, и, в принципе, все. Хотя мне в этот день мне сказали, что она будет на месте, приезжайте. Я приехал, а ее не было. Ну, в общем, какая-то мутная история. Посмотрите, как красиво-то. Вольер-то красивенький. У нас-то высота 3 метра, а здесь высота 2 метра, я смотрю. Экспозиция оформляется, видите, здесь даже... Ну, то, что застекленное, прикольно. Там уже все заросло, видно, что давно никого не было. Друзья, посмотрите, что заметил.
Петропавловская крепость. Прям рядом с зоопарком. Красота. А вот зверюшка какая-то. Дорогие друзья, зоопарку 156 лет. Он пережил блокаду, войну Великую Отечественную, Вторую мировую. Ну, представляете, 156 лет. И когда были тяжелые времена, во время войны, когда была блокада, голод, холод, все на свете, Ленинград же пережил это время. А в больнице, в госпиталях, где дети лежали, кто раненый, кто больной, кто без родителей, у кого родители умерли. В общем, сотрудники зоопарка приезжали и брали с собой животных, и тем временем как-то отвлекали от войны, от блокады, от голода, от холода. Ну, в принципе, респект сотрудникам. И если хотите, почитайте историю про зоопарк, что тут, как вообще сохраняли зоопарк во время этих трудных времен, В общем, почитайте историю, как во время Вторую мировую войну сохраняли вообще зоопарк, Великую Отечественную, блокаду. На самом деле история очень интересная, почитайте. Представляете, людям нечего было есть, детям, а животных же тоже надо кормить, а они-то едят в раз 10 больше, особенно какие-нибудь там тигры, слоны. И вот почитайте историю, как они сохраняли зоопарк, что они делали. Очень интересно. И респект вообще тем людям, кто здесь был на тот момент. Ну что, друзья, добрались мы до кошачьих, больших зверей, как я вам и говорил в одном из стримов, что для кошачьих здесь очень мало места. Вот смотрите, лежит лев, а у него где-то 3 на сколько? На 6, наверное. 3 на 6 у него здесь помещения. Это очень мало, тем более для льва. Пойдемте посмотрим, там пума тоже в маленьком помещении. Смотри, да, где-то 3 на 6. 3 на 6 где-то здесь. Как вольер у фурии. У него как вольер у фурии и братиша сейчас, где они находятся. А вон лица, кстати, сверху их вообще двое там. Пума вообще в вольере 4 на 4 где-то. Достаточно маленький вольер, тем более для такой кошки, как пума. Вот в это, конечно, обратите внимание, администрация города, потому что я из некоторых общаюсь, и я думаю, стоит обратить внимание и расширить им место. Что вот у пум, что у львов, такие звери, тем более царь зверей лев, он не должен жить в такой клетке. Это просто, издевательство над зверьми. Тигру сделали, значит, более-менее вольера. Почему львам не можете сделать? Каждый день посещения здесь, здесь постоянно люди, постоянно платят деньги за вход. Почему нельзя сделать для них более комфортные условия? Тем более Ленинградский зоопарк, такая история великая, а животные находятся вот в таком положении. Именно вот эти, не все, а именно вот кошачьи. Вот я смотрел, замечал первый раз, когда приезжал. И вот сегодня третий или четвертый раз, и я скажу, это некомфортные условия для них. Александр Юрьевич, здравствуйте, обращаюсь лично к вам, губернатору Ленинградской области. Как я уже ранее в видео сказал, животные находятся в таких условиях, знаете, некомфортных, тем более царь зверей, львы, там кошачьи, пумы тоже, пантеры, они находятся все, это плохие условия на самом деле. И я бы хотел, чтобы вы на это обратили внимание. Я как человек, любящий животных, приехал в зоопарк посмотреть, как раз изменилось ли что-то за 3 года. 3 года назад приезжал, они в тех же условиях были. Я не говорю про целый зоопарк. В целом в зоопарке хорошие достаточно условия. Но вот именно обратили, чтобы внимание на львов, на пум, пантер, потому что у них условия для содержания некомфортные. Это очень мало. У меня у волков столько места в вольерах, и то это временно, на передержку. А здесь животные не временно сидят. Здесь приезжают люди и с Европы, и с Америки, и с Японии, и с Китая. Откуда здесь только нет посетителей. И я скажу, это условия не очень для такого города, героя, как Санкт-Петербург. Андрей, скажи, пожалуйста, что больше всего понравилось тебе в этом зоопарке? Чисто, уютно. Очень красиво, ландшафтный дизайн, вот это деревья, цветы, камни, водопады. Это все настолько красиво, ходишь и глаза радуются на самом деле.
Вот, в принципе, мне больше всего понравилось вот ландшафтный дизайн здесь, то, что вот чистенько, уютно, все так со вкусом сделано, но, конечно же, некоторые вольеры, как я уже сказал, маловаты, и какие-то изменения я внес. Ну бы тогда сюда. второй вопрос. Какие бы изменения хотел бы внести в этот зоопарк? В первую очередь это место для кошачьих. Вот для больших кошек я бы расширил место намного, потому что у тех же зайцев место как у тигра, например, и это, ну, выглядит так как бы... Я понимаю, зайцам тоже нужно бегать, им такой же нужен большой вольер, но тогда сделайте вы вольер и льву, там, и пуме, и ягуару, ну что это такое, вот, как бы вот в первую очередь эти бы изменения сделал, как бы добавил бы именно кошачьим место. Мгм. Хорошо, скажи, пожалуйста, а хотел бы ли ты что-то перенять к себе в заповедник? 100%. Я бы ландшафтный дизайн. Вот что мне больше всего понравилось, это вот деревья, цветы, камни, водопадики. Это очень все красиво. Дорожки моментами. Ну, мне нравится все. В принципе, по вольерам я скажу, у нас ничем не хуже, даже где-то лучше, где-то современнее. Поэтому только ландшафтный дизайн. Вот мне это больше всего здесь понравилось, и я бы перенял бы это. Мгм. Молодец. Каких животных ты еще хотел спросить? Хотел бы ты из этого зоопарка каких-либо животных? Да, конечно. Забрать к себе? Конечно, да. Хотел бы, ну, естественно, мне их никто не даст и не продаст, но мне бы, конечно, хотелось бы каких-нибудь тех же уточек, гусочек, они очень красиво смотрятся на пруду, но это по-любому у меня будет. Но вот, чтобы я добавил отсюда, ну, еще манула бы взял, кошка есть такая, она прикольная, манула бы тоже взял, и все, в принципе, здесь птичьих, хищников, орлов, это нет, это уже, конечно, отдельный вид искусства, это уже получается как зоопарк. Но если будет какая-то реабилитация, естественно, я приму и буду выкармливать, выхаживать этого зверя без проблем. Андрей, а вот скажи, пожалуйста, я вот часто замечаю вот такие застекленные, ограду застекленную. Мгм. Скажи, хотел бы ты именно вот это перенять к себе? Да, кстати, это вообще планировалась часть вольеров, одна часть сделать вот застекленной, потому что где застекленная сторона, планировалось вообще в будущем строить какие-то домики, чтобы человек приехал, лег спать, и вот он просыпается, выходит к окошку, а здесь вот прям вот такой вид красивый. Вообще застекленная, да, это очень классно, очень круто, но ухода в 100 раз больше. Сами понимаете, протирать и с внутренней стороны, и с внешней стороны. Поэтому, ну, это денег достаточно больше. Если деньги будут, конечно, главное деньги. Деньги будут, будет все. Скажи, а насколько это безопасно? Ну, смотря какой зверь будет. Вообще безопасно, здесь они вон. Но как если будто мы брони. рассматриваем именно волков твоих, Безопасно, здесь же уже была волчица в таком вольере, но я бы, конечно, выше сделал. Акела перепрыгнул бы тот вольер, и Акела, и Фурия. Здесь просто слишком ручная волчица была, она плюс откосы были тоже по метру, но я считаю, безопаснее надо делать так, чтобы вообще прям безопасно было. У меня, потому что Акела сбегал, я знаю, что это такое, насколько это тяжело и ответственно, поэтому я бы лучше бы на метр бы больше добавил, переплатил бы денег и спокойно спал бы. Андрей, хотелось бы услышать твое мнение. Какую строчку топ-10 и вообще попадает ли в десятку лучших парков, зоопарков именно Ленинградский зоопарк? Скажу так, где я был, конечно же, он попадает в топ-10. Но скажу не в топ-5 точно, потому что я первые 3 могу назвать. Первое место это Тайган, реально Тайган. Вот, ну, что только не говорили об этом Тайгане, что только не говорят, я вам скажу, там реально райские условия. Я там был, и меня впечатлило все, что там вообще есть. Второе место Новосибирск, и третье, конечно же, Москва. Ну а Санкт-Петербург, вот где я был, я еще не везде был, говорят, много еще перспективных и интересных зоопарков. Но Санкт-Петербург, я думаю, он не стоит в пятерке лучших. Первое место Тайган, потом Новосибирск, а потом Москва уже идет. Спасибо за ответ, Может быть, Андрей. да, может быть 8-е, там 7-е, 8-е, может 10-е даже. Ну, в десятку точно входит. Посмотрите, друзья, как красиво, как все расставлено, как все со вкусом. Вот как раз эти все деревья подписаны. Что это за деревья? Это, наверное, высаживают будут по осени, готовят. Потому что по весне и по осени высаживают рассаду. Но это как раз, походу, по осени будут засаживать эти деревья все. Красивущие.
как у вас написано, лайм красный, что тут еще? Мандарин. Мандарин как тут приживется, что-то не понял. Наверное, их будет убирать в какой-то ботанический сад. Скорее всего, вот эти вот растения. Кстати, тут, наверное, есть он. Мы еще в террариум не заходили. Друзья, ну что, сейчас мы увидим самых эффектных, по моему мнению, жителей Ленинградского зоопарка. Поехали! Да, ну конечно для России мало. По носику потрогай. Видите, злишься, котяра, злишься, да? О, какой ты!
за рыба?